Как раз того, что ты себе рассказываешь, там, ты говоришь, там, да, я живу там-то, родилась там-то, училась там-то, журналистикой занимаюсь, столько-то увлекаюсь там, режу барашек, профессионально все дела. Ничего, такие моменты, как раз это на 1,5-2 минуты спич получается. И мы с тобой уже потихоньку начали. Ты уже нажала гол? Да. Ты не в кадре? Ты уверена? Это будет смешно. Коленки чьи-то. Да, и белая пятнышко. Да, вот так я думаю, да, нормально. Сядь. Да, расслабься нормально, сядь на стол. Я начну. Да. Есть там, все нормально. Надо было тут телефон забрать, что вопросы. Ну, если что, запишу. Добрый день, дорогие друзья! Снова четверг, снова наша рубрика «Прямой эфир с гостем». Добро пожаловать, очень приятно вас еще раз приветствовать. Еженедельная наша рубрика. Сразу напоминаю вам, что у нас есть канал видеохостинги YouTube. Создавайте учетки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, тем самым включаете уведомления и не пропускайте ни единого эфира, ни одного интересного видеоматериала о жизни народа Абхазии. Сегодня у нас очень необычный гость. Наша гостья, сестра из Республики Абхазия, журналист Астанда Ардинба. Астанда, добрый день. Большое спасибо, что ты нашла время в своей командировке, чтобы посетить нас. Спасибо, что пригласила. Если я не ошибаюсь, ты уже и на телеканале успела побывать, совсем скоро да, мы тебя сегодня. увидим. У тебя сегодня большой съемочный день Это вообще. секрет, да. Ну, я надеюсь, Зураб Джандаров, он, кстати, тоже был у нас гостем, как раз был одним из первых, когда мы начали подобный формат прямого эфира. Я думаю, не обидится, наоборот, для затравки. Какая тема была, вы узнаете как раз в понедельник. Туда ближе, в принципе, анонсы телеканала будут. Да. Астанда, ну, по традиции, начнем со знакомства. Расскажи, пожалуйста, о себе. Себе сложно рассказывать. Ну, меня зовут Аста, наверное, так проще. Я журналист, работаю в журналистике уже 5 лет, сразу после университета, хотя специальность у меня немножко другая, но гуманитарная, и она мне помогает. А журналистка я хотела быть с детства, мечтала об этом, и оказалось, что эта мечта была вполне достижима. Но я попробовала в Абхазии разные жанры. Это начинала с телевидения, а потом уже ушла в более пишущую. Стала пишущим журналистом. Это мне больше по душе, это мне больше нравится. Да, вот. И, кстати, здесь я в Черкесске, вообще в Карачаево-Черкесии, в командировке по работе. И потому что я делаю материалы, пишу о жизни, вообще о истории, о культуре Абхазии-Карачаево-Черкесии. Ну, это как раз был наш второй вопрос, цель твоего визита. Ну, немного давай переначу, уже расширим матрицу вопроса. Впервые ли ты в Карачаево-Черкесии? И побольше, пожалуйста, расскажи, по какой причине ты решила собирать материал? Для каких целей? Вот. Ну, не впервые, но была здесь 4 года назад, но в Архазе. Да, и вот проездом из Кисловодска в Архаз. А вот в Черкесск не получалось попадать, и вот в абазинские аулы и села тоже до сих пор не получилось попасть. Сейчас у меня совсем другая поездка, совершенно другая, и я узнаю город, узнаю своих соотечественников. Вот. Вторая часть вопроса — Цель. Более подробно расскажи. Более подробно. Ну, я думаю, что многие знают о том, что совсем недавно открылся новый информационный портал ВАК, это Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Он открылся совсем недавно, но работаем мы над ним давно, несколько месяцев как минимум, наверное, с начала года это все мы
Готовили. накапливали, да, материал, готовили, думали, о чем будем писать, потом начинали писать. И вот совсем недавно я уже была здесь, в Черкесске, когда в Сухуми прошла презентация портала. Мы уже для сайта ВАК бывали в Турции и общались с абхазской диаспорой в Турции. Это тоже очень большой опыт и очень много интересного открываешь для себя, когда ты попадаешь в эту абхазо-абазинскую диаспору в Турцию. Мы туда ездили как раз в рамках визита официального Мусы Хабалевича Экзекова. У него был ознакомительный визит, и мы его сопровождали в поездке. Были материалы, готовые материалы, я не знаю, есть ли они еще на сайте, или как бы я не успеваю еще следить за этим такой, вот, но они будут, по крайней мере, если их еще там не видно, но о жизни абхазо-абазинской диаспоры в Турции, там, да, репортажные и не только видео, фото, иллюстрации тоже. Об Абхазии я пишу большей частью об истории и этнографии. Это вообще такая направленность сайта ВАК. Мы пишем, там есть такой краткий курс истории и этнографии, да, то есть чтобы узнать обычаи, традиции. Там есть, конечно, и новости современные, важные, которые нужно знать всем. Сайт, конечно, направлен на диаспору во всем мире, поэтому он переведен на несколько языков. И материалы там как раз те, потому что даже в Турции, и у меня есть друзья, которые абхазы и абазины, которые живут в Иордании, в Сирии, у них большая проблема с тем, что они не получают информацию о своей стране, они многого не знают. Ну, откуда им знать об истории каких-то, да, в доступной форме, когда все, что есть, оно, если и есть, то на русском языке. На турецкий не переведены там ключевые какие-то, возможно, романы, или то, что должны знать, то, что должны прочитать статьи, каждый. Да. Поводы, да. Да, и литературу, я имею в виду и литературу, и учебники. Какая-то работа в этом направлении ведется, но она очень маленькая. А нам нужно, чтобы мы находились в одном культурном пространстве, то есть чтобы мы друг друга понимали. У нас так получилось, что мы вот по странным причинам, не знаю, различным причинам, не будем вдаваться в подробности, но мы оказались разъединены на 1,5 века со своими соотечественниками в Турции и в странах Ближнего Востока. Совершенно разъединены, и это удивительно, что вот они сохранили самобытность, самосознание, да, свои традиции. Меньше, чем хотелось бы людей, в смысле, потому что там тоже есть те, которые говорят, вот мой отец был абхазом, мой дед был абхазом, но сами они себя уже не считают, то есть уже многое упущено, но вот сейчас у нас есть шанс на то, чтобы как-то возрождение какое-то, да, объединиться на конце. На самом деле цель очень глобальная, такая благородная. Кстати, стоит добавить про портал Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Главной, наверное, его фишкой заключается в том, что там можно зарегистрироваться, дать свой профиль. Я не знаю, может в будущем будут там элементы чатов или форумов, да, как говорится, но сейчас это очень удобно. Почему? Потому что стоило мне там буквально написать там, к сожалению, все почему-то на кириллице, я просто привык везде писать все на латинице. Но я написал там более подробной анкете, можно написать свою фамилию на абазинском. И как только я это написал, мне сразу в Facebook приходили сообщения от людей разных стран, наших братьев, да, которые, о, я знаю там представителя твоей фамилии, там то, и ты сразу такой, знаешь, такая вот, как ты говоришь, общность такая ощущается, там, человек за 2500 километров от тебя, но он говорит, что он знает представителя твоей фамилии. Вот в этот момент действительно сразу что-то такое в тебе пробуждается. Идем дальше. Да. В каких населенных пунктах ты уже успела побывать? Какие у тебя впечатления? Как тебя встречали, принимали? Вот конкретно вот ты уже 1,5 недели, получается, да, уже здесь, да. а командировка у тебя продлится месяц.
Да, Около чуть месяца, меньше да. месяца, да, около Это месяца. я к чему уточняю, может кто-то просто заинтересуется там в личной беседе с тобой или там решит поближе познакомиться, мы как бы эту возможность всегда предоставляем, стараемся уведомлять, почему? Потому что обычно, когда к нам приезжают наши братья из Турции, зачастую очень много людей, там, представителей этой фамилии приезжают у нас в офисе, как бы это такая площадка, чтобы там эти 1,5–2,5 часа побеседовать. Да-да-да, это что-то да, вроде традиции уже, когда мы как-то являемся неким, ну не знаю, таким... Да, ну это называется фасилитатор, просто народ может неправильно понять это слово. В общем, неким, да, таким посредником, да, чтобы люди беседовали. Пожалуйста, расскажи о своих вообще, да, поездках. Где была, чтобы все не забыть, но была в Инжичугуне, точно. Была в Красном Востоке уже. Давайте подробнее. В общем, я по съемкам, я больше так запоминаю, потом скажу, где они проходили. У меня здесь цель написать о некоторых традициях, поэтому не могла пропустить возможность побывать на абазинской свадьбе. И это пригласили спонтанно, вот благодаря Алышара, и это была, это действительно такая удачная возможность, очень удачная, посмотреть все это вживую. И свадьбы от абхазских отличаются, и здесь больше сохранилась традиция, и они очень веселые, действительно. И мне было приятно, особенно, что эта свадьба такая аутентичная, на Вауле проходила, настоящая, не постановочная, как сначала даже показалось, что сообщили, что она постановочная, а потом как бы выяснилось, что нет, люди действительно женились, там были старейшины. И это было действительно удивительно. Я была первый раз в этом ауле, это в Инжичугуне. Меня подвели к старейшине рода, это от семьи Аджиевых была свадьба. И он меня спросил, не родственница ли я Владислава Орденберга. И это так действительно приятно, что о нем здесь так помнят и так отзываются, и так тепло о нем говорят, и мне самой было приятно, потому что это был такой первый легкий такой шок. Я тебе сразу внесу комментарий. У нас в селе Карапагу буквально год назад, что ли, год назад открылась школа имени Владислава Орденберга. Да, я про это знаю. Мы следим за новостями и писали даже на портале об этом. Вот. Это приятно, это хорошо. К нам приезжал тогда еще действующий вице-президент Виталий Гавни, и он тоже как бы там был вместе с главой республики Мусой Хабалевичем, и они вместе открывали. Было действительно очень красивый такой, прям вот теплый. Да, и там были даже студенты из Абхазии, которые приезжали, и в их числе моя сестра, и она мне присылала прям фотографии отсюда, так что я хорошо помню. Да, как мир тесен, оказывается. Да. Идем дальше. Кстати, сразу сделаем отсылочку. Это та самая свадьба, которую снимали журналисты телеканала «Моя планета». Да, так что очень много, да, будет интересного об этой свадьбе. Ну, у нас написано и рассказано. Прям, видишь, тебе так повезло, знаешь, я вот как коллеги, да, я тебе сразу так поделюсь, у тебя, наверное, такая аура, когда вот ты приехал и сразу столько информационных поводов, прям даже не нужно думать, о чем писать, как говорится. Она приехала, у нее там и «Моя планета» здесь оказалась, и другие различные там организации начали активно свою деятельность проявлять. То есть это пока только я здесь? Ну, зачастую, да, просто такая тишь да гладь, а потом сразу что-то происходит, а все вспышки сразу поймать не получается. У тебя прям все так вот, все для тебя получилось, видишь? Приезжай почаще. Не знаю, я стараюсь как бы находить людей, все создавать поводы, даже, искать своих интервьюеров, даже когда они отказываются, находим способы их уговорить. На самом деле такая благородная цель рассказать вообще всех моих коллег, тем, которые занимаются этим сайтом, рассказать
культуре нашего народа, и поэтому многие горят желанием поделиться впечатлениями. К вопросу о том, что я еще видела и где была, снимала ансамбль народных инструментов в Джичукуни, и это правда действительно удивительная вещь, они меня поразили. Я много видела ансамблей народных инструментов, но я не подозревала, что за год там некоторые люди вообще не умели играть на инструментах, и что вот за год можно было вот до такого мастерства дойти. А руководитель ансамбля, молодой человек, это просто, мне кажется, это какой-то вундеркинд. Но он просто действительно меня поразил, настолько он чувствует звук, слух. То есть, а это еще и репатриант, да, если я не знаю, у вас в ходу это слово или нет, но он, хотя уже 5 лет прошло, как он приехал, он сказал, что он приехал из Сирии на родину предков. И это действительно поражает. Я буду о нем писать с большим удовольствием. Ну, конечно, да, соглашусь. А давай идем дальше. Красный Восток, Гумлокт. Гумлокт, да. Я не знала, что село называется Гумлокт на абазинском. Об этом я узнала, что они говорят на особом говоре. Вот. И, конечно, нашла там людей, которые связаны с Абхазией. Кто-то учился в Абхазии, кто-то приезжает в Абхазию. Вообще все, с кем я встречаюсь, даже таксисты в городе Черкесске, все бывали в Абхазии, все, у кого-то есть там друзья, у всех есть какая-то своя история, связанная с Абхазией, и они мне все вот рассказывают об этом. И, конечно, в Красном Востоке я встретила людей, человек, который рассказал мне очень удивительную историю. Он был одним из первых абазин, которые только в 60-е годы приехали на учебу в Абхазию. И он рассказал о том, как его встречали там первый раз, когда он сказал, что он абазин, и как в селе. Он просто искал, его из университета направили на раскопки в село Хуап, он рассказал. И он искал, как это сказать, начальника, главу администрации в советское время, даже не помню, как это называется. Председателя. Да, председателя. И он подошел к каким-то старцам и спросил, где его найти. Когда он представился и сказал, что вот я вот из Абазин, и он говорит, мне накрыли большой стол, меня не отпустили, люди начали, старики заплакали, потому что это были одни первые контакты, первые вот какие-то... И на меня это вот произвело большое впечатление. Он, конечно, немножко сожалеет, что сейчас это не сохранилось, что сейчас мы друг друга видим, у нас нету такого вот отношения. Но мне кажется, сейчас, следует ожидать уже, что мы считаем как должное, что мы теперь друг к другу ездим, видимся, находимся в этом пространстве, уже не удивляемся так этому. Но такая была история, которую мне рассказали в Красном Востоке. Там мы присутствовали на акции посадки деревьев, кстати, которая Алашера, во дворе спортивного комплекса. Аллею высадили. Вот. Да, тоже довольно интересное мероприятие. Спасибо. Идем дальше. Какие у тебя планы? Может, что-то уже ты задумала? Может, я очень хочу побывать в редакции газеты, которая выходит на абазинском языке Абазашта. Не могу пройти мимо этого никак, потому что читаю много материалов, читаю в интернете, пытаюсь узнать больше об абазинах, и все время попадаю к Абазашта. Вот, поэтому потом я узнала, что это единственная в мире газета, которая издается на абазинском языке. Сколько? 80 лет? 38 года. 80 лет. Да, в этом году им исполнилось 80 лет. Тем более, если у них юбилей, да, то есть я знаю, что там звезды вообще абазинской литературы уже работали. Да, там самые корифеи, самые я даже не знаю, просто
чудеса люди, которые творят, которые могут проговорить друг с другом 3 часа, не использовав ни одного там русского или там даже тюрка происходящего слова. Это просто невероятные люди, да. Замечательно. Вот это мои ближайшие планы. И, конечно, мы будем делать материал. Я уже поговорила с людьми, которые занимаются проблемой. Мне сказали, что у вас не принято говорить проблема, а развитие, вопросов, развитие абазинского языка. Попыталась как-то немножко, вот ты сейчас сказала, корифеи могут разговаривать. И я вспомнила о том, что об абазинском языке, вообще о нем как о феномене, как о чем-то, как достояние человечества, и рассказать о ситуации, которая происходит с языком вообще, какие риски, вызовы, и как с ними борются, пытаются как-то им противостоять. Тоже очень интересная тема. А у тебя какие-то есть предложения, что еще осветить, о чем рассказать? Ну, это уже, наверное, больше в рабочем порядке. Так, на самом деле, если так просто даже задаться целью что-то писать, у нас столько самородков, столько событий. Вот даже элементарно взять нашу рубрику «Прямой эфир», достаточно там, я не знаю, элементарно в социальных сетях так чуть поискать, действительно углубленно поискать. Ты таких людей выявляешь и находишь, которых не просто в прямой эфир, хочется там зал славы чего-либо сразу внести, знаешь, вот настолько у нас столько всего интересного. Современные молодые люди, которые... Ну, не только молодые люди, но да. Но если так взять, я не хочу хвастаться, первый в Карачаево-Черкесии герой Советского Союза, помнишь, да, было такое звание, он абазин. Замахчерё Османовичку. У них же у нас вот как раз в субботу будет проходить в Ауле Псыш полумарафон. Там улица, которая его именем. Первый в Карачаево-Черкесии мастер спорта по вольной борьбе абазин. Единственный в Карачаево-Черкесской республике призер Олимпийских игр. У нас, к сожалению, вот нет олимпийского чемпиона. Вот. Никак вот с Дагестана, например, не возьмем, где 3 десятка чемпионов. Но единственный призер, вот, занимался он боксом в 2004 году в Афинах. Он стал бронзовым призером, Мурат Храчев. Тоже абазин. То бишь, вот, если так вот начинать задумываться, это так поверхностно беру. На самом деле, во многих сферах именно представители абаза народа, они вот самые-самые что есть ключевые. Это здорово, учитывая, что вас не так много и так много талантливых людей. Ну, это мне сразу, да, пришло в голову это высказывание, которое авторство причисляют к царю Леону. Нас мало, но нас много, видишь? Это... У нас есть братья Вапсаны, поэтому на нас всегда много. Идем дальше. Вот, наверное, я хотел, конечно, отложить на более завершающую стадию, но может у ребят будут вопросы, наших зрителей. 30 сентября, День Победы, Айайра, если более на абазинском. В Апсне будут торжества, будут и траурные мероприятия, будут торжественные мероприятия, а ты здесь. Вот что ты на этот счет скажешь, да? Но... Ты здесь, но твое сердце там, да? Ребята, сегодня большая серьезная дата, 27 сентября, которая в Абхазии с большим трепетом к этому дню относятся. Это день взятия города Сухум, освобождения Сухума. И этот день и решил исход войны, то есть когда был уже взят Сухум, там оставалось просто дойти до границы, 3 дня до победы осталось. Поэтому праздник в Абхазии начался уже сегодня. Сегодня начался. И все эти 3 дня будет длиться. Но надо сказать, что мы вообще готовились к этому дню вот не за несколько дней, недель. У нас в этом году большая годовщина, это 25 лет. И мы весь год, ощущая это предвкушение этого дня, весь год ощущалось этого праздника. Потому что на протяжении с начала уже года, посвященные Дню Победы, мероприятия культурного, различные культурные проходили, посвященные дань памяти погибшим, защищавшим Абхазию. То есть на протяжении всего года и весь год мы предвкушали этот день.
Это завершится все торжество, это кульминация, конечно, на площади Свободы, там будет большой парад. Я смотрю, первый раз, когда я пожалела о том, что я уехала, это когда я увидела репетицию парада, потому что хочется быть, конечно, рядом с ними, но здесь я тоже чувствую себя как дома, и вот сегодня на телевидении у нас все-таки об этом речь, мы об этом говорили. Мне приятно рассказывать об Абхазии вам, мне приятно говорить о Дне Победы, мне приятно говорить о том, чем мы там занимаемся и что мы делаем, как бы делиться этим, это тоже какая-то миссия. Так что мне действительно это чуть не заставляет меня жалеть, что я не нахожусь в этот день там. Вот. Ну, на самом деле, да, я так думаю, можно будет что-либо придумать такое, чтобы как-то вместе собраться, и как раз это будет выходной день, можно будет вместе собраться, да, и как-то в более узком кругу такую теплую атмосферу создать и как-то почувствовать себя причастным к этому дню, потому если вдруг кто-то пожелает к нам присоединиться, было давайте бы здорово, к нам, кстати. Будем рады, да. Ну, сразу, конечно же, добавлю, у нас такой тоже комментарий мы запустили в социальных сетях эстафету поздравлений с Днем Победы. Можете посмотреть на нашей странице в Инстаграме, оно нижний прочерк Алашара, там специальный логотип мы разработали к 25-летию, и можно как бы его публиковать, поставить определенные хэштеги, написать там в текстовом виде, можно видеообращение записать. В общем, это все будет мониториться, это все будет рассылаться тотально, чтобы как бы наши братья Вапсна как бы это видели и понимали, что здесь, в Карачаево-Черкесской Республике, знают, помнят, ждут и всегда рядом. Тем более, что очень много добровольцев из Карачаева-Черкесии участвовало в войне, приехали, мы всегда об этом помним, и для нас это всегда очень ценно и важно. Я знаю, что они уже выехали с семьями в Абхазию, чтобы там со своими боевыми товарищами встретить этот день. А что будет автопробег, мне сказали из КЧР. В этом плане мы всегда, все эти 25 лет и во время войны всегда ощущали эту поддержку Северного Кавказа, наших народов, которые нас вот сложный для нас период не оставили. Это большая благодарность за это, огромная. Да, добавить нечего, конечно. Ну, давайте теперь больше позитивно, все-таки это праздничная дата. Расскажи, пожалуйста, вот больше вопрос лично из твоей карьеры, что еще такое знаменательное происходило вот за эти 5 лет, вот может какая-то интересная статья, какая-то интересная поездка, репортаж, явление, человек, кто-то может на тебя там, наша работа абсолютно от первого там апострофа до последней точки, она вся интересна, но вот всегда бывает какой-то человек, после интервью с которым у тебя как-то может там мировоззрение меняется, мышление, или там вот поездка какая-то у тебя была, которая на тебя на всю жизнь запомнилась. Ну смотри, запоминаются всегда какие-то косяки, какие-то промахи. Вот, я как бы научилась за годы, как-то себя уговорила, что мне не стыдно за это. Вот, был такой, я только начинала работать, и я делала один материал об одном достаточно известном, но уже ушедшем из жизни человеке. В общем-то, материал был про спортивное мероприятие, посвященное его имени, и там как бы везде были баннеры с его именем, но я перепутала имя. И я несколько раз в эфире важного телеканала назвала другое имя. Вот, говоря об этом человеке. Да, бывает. Вот. Но самое интересное произошло даже не тогда, самое интересное происходит тогда, когда тебе надо позвонить родственникам и извиниться. Как бы, я смогла это сделать, нашла понимание, мы исправили материал, перезапустили его снова, но вот то, что я смогла поговорить с этими людьми, как-то его регулировать ситуацию, я помню. Сейчас уже со смехом об этом вспоминаешь. Да, такие вещи были. А так, конечно, были люди, которые
вот они рассказывают такие вещи, и тебе хочется, вот мне хочется написать сценарий к фильму, не знаю, про них. Вот. Есть какие-то такие, цепляют очень сильно. Была такая у меня героиня, которую я не забуду, как раз с войной связан материал, она ветеран войны, женщина, воевала, была медиком на войне, и она этническая грузинка. И ей пришлось разрываться, делать сложный очень выбор. И она выбрала правду, просто, по справедливости выбрала. Она никого не убивала, она помогала, она спасала людей, она была медиком. Но она была врагом там, и герой здесь. И это действительно такая сложная судьба, и она меня поразила. Вот когда у нас в работе очень много рутинных вещей, когда мы делаем день ото дня, каждый год какие-то могут события появляться. Мы не всегда в командировках, не всегда там делаем интересные репортажи. Иногда мы видимся с людьми, которые не очень нам интересны и так далее. Какие-то паркетные съемки мы это называем, когда мы снимаем чиновников. Вот, но когда ты встречаешь, очень много работы, ты устаешь, потому что журналистика это еще информативность, то есть оперативность, ты должен делать быстро и качественно, быстро. И зачастую действительно очень сильно устаешь, потому что у тебя эмоций не остается ни на кого. Ты уже просто говоришь с человеком и думаешь, как ты это будешь монтировать, как ты об этом будешь писать. И ты как-то заглавишь этот текст, у тебя уже идет такая... И очень сложно бывает найти эмоции для каждого. А иногда у тебя плохое настроение, как бы никто этого не должен замечать. Ты должен разговорить человека, заставить его что-то интересное рассказать, поэтому никого не волнует, какое у тебя настроение. Но когда ты вот в ходе работы сталкиваешься с вот такими удивительными людьми, ты, конечно, это все оправдывает. Все оправдывает. И у меня такая работа, что я вот везде могу, наверное, оказаться. Посмотреть, узнать, побывать, это здорово. Я не жалею о выбранной профессии. Ты так взахлеб это все рассказываешь, глаза горят, сразу такой сижу, заряжаюсь тоже. Меня не часто зовут. Обычно наоборот. Кстати, да, обычно, да, говорю не я, вот поэтому как бы... Вот Зураб Ахмедович Жандаров, с кем ты сегодня днем беседовал, он тоже, когда был, он говорил, я у него спросил один из первых вопросов как раз, как тебе быть вот с этой стороны, вот по ту сторону, да, грубо говоря, когда не ты интервьюируешь, а тебя интервьюируют. Он так чуть замер такой, а на самом деле мне нравится сразу. Кстати, да, вот видишь, у нас работа такая, что больше приходится акцент делать на ком-то. На ком-то, да. Работа невидимая, да, мы из разряда таких людей, почему сейчас очень много блогерствуют, да, журналисты, они все-таки... Я себя часто останавливаю, говорю, вот не надо столько писать, там, делать какие-то посты в Фейсбуке, вот, пройди мимо. Я не могу, это уже такая какая-то... Больше привычка, да. Когда тебя что-то волнует, ты об этом пишешь, да, не все подряд, но если тема тебя затрагивает, интересует, ты не можешь не высказаться и промолчать. Это уже... Согласен. Вот как хорошо, что ты заговорила по теме. Почему? Потому что следующий вопрос у меня как раз касался тематики. Вот скажи, пожалуйста, лично вот тебе, какую сферу больше, легче, интереснее описывать? Да, вот спорт, там, культура, какие-то бытовые мероприятия. Точно не спорт, это странно, потому что у меня спортивная семья, и и отец мастер спорта, и брат, и братья, в общем, я выросла в этой среде, когда вот сборы, тренировки и так далее. Но про спорт писать я как бы не люблю и не умею, просто не умею, потому что мне сложно передать эти эмоции, накал страстей, которые в эту истину. Может, потому что я сама не спортивный человек, не
увлекаюсь спортом. Пишу я, у меня образование немножко, я говорила, уже затрагивала, оно связано с, в общем, изучала я историю, теорию международных отношений, это дипломатия, политология, поэтому писать о политике, о новых инициативах парламента, и это то, чем я чуть больше разбираюсь. Я, конечно, не пишу так, как наши корифеи журналистики в Абхазии пишут. Вот, но я как бы стараюсь. О правах человека я люблю писать. Это вообще как-то, когда я только хотела стать журналистом, еще в школе, я помню, мне такое правило в голове. Надо хорошо писать, получается, про то, что тебя волнует, про то, что ты пропускаешь через себя. Я могу вот про необходимость как-то решать проблему с детьми, которых надо изымать у родителей в Абхазии. Я написала этот текст за 4 часа утра, потому что я увидела, что заставило меня, вот я просто не уснула ночью, и стала об этом писать. Когда ты пишешь, и права человека, это то, что меня действительно волнует, права человека в Абхазии. Важная тема, вот. А так, на самом деле, мы пишем и о чем-то позитивном, интересном, вот как о культуре и истории. Вот, я помню свой материал о Лесничем, почему-то он мне запомнился. Мы провели один день с Лесничем в Пицунском заповеднике. Вот, это такой, мы вот прям засняли все, вот его процесс работы, как он осматривает лес, мы о нем писали. Это был такой очень атмосферный материал, интересный, и мне понравилось об этом писать тоже. А вот было такое, что кто-то из, скажем так, туристов или просто репатриантов или людей, которые там временно, да, там на сезон, грубо говоря, или на какой-то конкретно определенный времени приезжал, но как-то вот, не знаю, либо он из себя представлял очень неординарную, интересную личность, либо вот он умудрился стать героем той или иной статьи. Вот, например, у нас после чемпионата мира, да, в России столько болельщиков смогли заявить о себе вот, из разных стран. У нас есть ребята, которые там непосредственно из рук президента там, гражданство получили, да, паспорт там, и так далее. Да, вот, тем, что они как-то вот атмосферно себя проявили, что вот сделали, да. Может, что-то было такое, что или просто там кто-то приехал, там, может, кто-то из звезд, было, но я сама лично, может быть, не причастна к этому, но мои коллеги у нас работают продюсеры, которые находят эти истории, которые видят этих людей. У нас же тоже 2 года назад проходил чемпионат по футболу Канифа, да, и это был вот неделю или 10 дней он длился, и это был праздник. Это был просто праздник. Даже те, которые вообще никогда не увлекались футболом, не были мы вот все вот в этой атмосфере праздничной были, и тогда тоже приезжало очень много людей. И даже приехал человек, он был из Кореи, с абхазским именем и фамилией, что-то Айба его звали, у нас как бы это распространенное имя и фамилия. И я помню, что его приглашали в СМИ, и не только, и не только его, в смысле, вот, разных людей бывали. Так что наверняка и туристы у нас часто становятся героями наших, нам всегда интересно, Абхазия туристическая страна, у нас очень много туристов, и нам всегда интересно их мнение на тот или иной вопрос, мы всегда у них спрашиваем, когда у нас какие-то опросы или что-то такое, вот. Нам интересно, как они, что они видят, на что они обращают внимание, и какие у них впечатления, какими глазами они вот так как бы со стороны пытаемся на себя посмотреть. У нас есть вопросы, подскажите? Нет пока, да? Тогда озвучу, что если у вас есть какой-либо интересующий вас вопрос, смело пишите его, он будет озвучен, и Астанда обязательно на него ответит. Да. А пока вот возьму небольшую такую злободневную тему. 5 лет журналистики – это довольно хороший период времени.
И я так думаю, ты, в принципе, уже уполномочена отвечать на подобного рода вопрос. Как обстоят дела с подготовкой кадров молодых, с выявлением, с обучением, я беру не просто стандартную модель, да, там в ВУЗе, я знаю, в Абхазском государственном университете для этого все условия, мы как бы и сотрудничаем, у нас в гостях были руководители факультета филологического. Ну вот конкретно, может, как-то неформальной обстановки, или может просто наблюдается какой-то всплеск интереса среди молодежи к этой профессии, да, скажем так. Как ты вот оцениваешь вообще, да, вот есть ребята, какой уровень кадров, вообще интересует ли это молодежь Абхазии? Всегда начальникам всегда не хватает хороших журналистов, да, но тем не менее каждый год появляются новые лица, и я это вижу. Я сама отношусь к молодым журналистам все еще пока, 5 лет это еще небольшой срок, вот, но тем не менее есть еще девушки или молодые люди, которые позже меня пришли. Мы журналистское сообщество в Абхазии, мы друг друга все знаем, видим, мы вместе бываем на съемках, вместе на мероприятиях. Что я хотела сказать по этому поводу? Мне кажется, у меня есть журналистское образование, и я этому очень рада, потому что не то чтобы я считаю, что это потерянное время, 5 лет учиться на журналиста, но около того, я так считаю, вроде того, потому что, как можно научиться стать писателем? Тебя там посадят, и ты будешь учить 5 лет, ты либо станешь писателем, но как бы никто не будет иметь к этому отношения, ты либо... Мне кажется, журналистика что-то похожее, потому что у меня есть коллеги, которые получают журналистское образование, и они вот тоже говорят, что не все на нашем курсе стали журналистами. Это либо есть, либо у тебя есть навык, конечно, тебе нужно знания получать, но не обязательно их получать 5 лет в университете. Там, я не знаю, мне кажется, изучение шрифтов мало повлияет на твою работу. Вот. В свое время мой преподаватель у нас в Абхазии есть дом юношества, и там была секция журналистики, в которую я ходила с 11 лет. И мой преподаватель там сказала мне, что лучше получить образование ты будешь если ты пойдешь в медики и хочешь быть журналистом, да, ты можешь писать о медицине. Если ты пойдешь в политологи, ты потом можешь стать журналистом, который пишет о политике. Ты можешь писать, рассказывать, у тебя есть, ты прошла тренинги, курсы, у тебя есть этот навык, ты будешь его дальше совершенствовать. Получи хорошую профессию, чтобы ты был специалистом в этой области. Вот. Конечно, можно спорить, но я, например, с этим согласна. Да, довольно мне кажется, интересно. это хорошо, да. Мы всегда, сколько бы ни было журналистов, мы всегда в поисках и смотрим, кого бы привлечь. Нам удавалось даже. Моим подругам удавалось. То есть кто-то написал моей подруге о том, что ей нравится, девушка написала, ей нравится, как она работает, что ей так интересно, видимо, такая интересная профессия, и моя подруга просто попросила ее прийти, и в итоге это стала наша второй коллега еще, то есть даже те, которые никогда не думали, что они будут журналистами, они приходят в журналистику, у них хорошо получается, и не знаю, случайность это или нет, но это было бы хорошо. Мне кажется, отвечая на твой вопрос, как дела обстоят с кадрами, мне кажется, не так плохо и могло быть лучше. Да. Да, в общем, все те, кто сейчас увидели, задумываются. Но это на самом деле хорошо. Поступили у нас вопросы? Нет пока. Им больше слушать интересно. Чуть подробнее о своем пребывании здесь расскажи. Мое пребывание здесь, да. Я пишу материал об абхазинской кухне, вернее, он уже готов даже, и прошел редактуру.
Это абазинская кухня, мы пишем на народных инструментах, поэтому если у кого-то есть вообще что-то, чем он может поделиться, если у кого-то дома хранятся, возможно, какие-то народные инструменты, или я не знаю, где мы можем их снять, сфотографировать, это было бы очень хорошо, потому что вот мы это делаем не для себя, а для нас всех. Я бы с удовольствием изучила, узнала. Мы делаем материал о языке, как я уже сказала, об абазинском нардском эпосе, об истории Абазин мне хотелось бы написать, о том, как здесь преподается, насколько хорошо здесь знают свою историю, как изучают здесь свою историю, с чего, что говорят, какие есть, да, переселения, возможно, сохранились в народной памяти, которые передавались из уст в уста, может быть, песни или еще что-то. Вот такой материал этнографический был бы очень полезен. И я сама стараюсь мониторить, смотреть, где о чем пишут. Вот, если у кого-то есть идея, было бы хорошо. Вот. Планов много. Пока мы набрали материал, мы побывали в Жичу-Чукуне в гостях, значит, у детей, которые занимаются чеканкой, и они вот прям по орнамент. Я, кстати, это было весело, потому что я в Абхазии пыталась найти национальный орнамент, то есть как-то смотрела какие-то книги, читала, перечитывала, пыталась найти какую-то информацию, ничего так и не нашла. Ну, в музее есть какие-то ткани, полотенца, на которых еще вот сохранилось вот это, то, что мне вот тут, то есть вышивки сохранились, то, что удалось увидеть лично. Но я эту идею не оставляла, и мы приехали в Жичу-Чукун, в школе, заходим в класс изобразительного искусства, а там на стене висят все виды орнаментов, которые были у абхазов и абазин. Вот. Я поняла, что это сложная работа, это сложно найти. То есть ты не заходишь в Google, вбиваешь, и тебе там все выдается. Это не так легко, это нужно хорошо покопаться, чтобы это все найти. И люди нашли, они возрождают вот эту национальную чеканку, да, и делают какие-то пояса, стараются делать вот по вот этим старинным орнаментам. Здорово. Да. Очень приятно такое слышать, если честно. У нас вот по традиции, наверное, уже будем немного завершать наш эфир. Есть такая традиция обращения, пожеланий ко всем представителям нашего этноса. Перед этим, может, 29-го у нас проходит марафон по Улипсыш. Пригласите всех на этот марафон. Да, спасибо большое за подсказку. Значит, мы еще больше расширяем. С твоих уст приглашение в аул Псыш, Дом культуры, стартовая линия будет там, 29 в эту субботу, это послезавтра. И сразу же можно будет... То есть люди могут поучаствовать, как Да, абсолютно любой желающий. Да, у нас уже есть заявки представителей других национальностей. Даже ты можешь участвовать. Мы всем рады всегда, да, у нас большая часть мероприятий. Это здорово, да. Я думаю, что такую возможность не надо упускать и побывать в Абхазии на День Победы в такой знаменательный день. Я, например, лично сама помню из детства День Победы, 5-летие, потому что оно было грандиозным, и было был парад, и сейчас будет то же самое, все это запомнят, это будет красивое зрелище, трогательное зрелище, и там действительно сейчас царит атмосфера праздника, поэтому если есть возможность поехать в Абхазию, надо ехать. Вот. Мне хочется плакать, если честно. Желаю нам всем мира, учитывая, какие дни сейчас, и много
думаю о войне в эти дни, приходится, даже спрашивают просто, даже если ты не думаешь, ну, вот приходится. Поэтому хочется, чтобы у нас было безоблачное, по крайней мере, чтобы не было войны, не было, ее уже и не будет, мне кажется, вот мы как-то себя обезопасили, но чтобы мы ценили то, что у нас есть, и пользовались своими возможностями по максимуму. Спасибо большое. Друзья, еще раз напоминаю вам, марафон 29 сентября Аул-Псыш, старт регистрации 9 часов, первый забег начинается в 10:00. Если вас это заинтересовало, вся основная информация есть на нашей странице, или же можете нам написать, мы вам подробно все разложим. Также регистрируйтесь в видеохостинге YouTube, находите нас, Ано Алашара, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на значок колокольчик, это уведомление, и не пропускайте материалы, видеоматериалы, которые мы для вас готовим и публикуем там. У нас в гостях была журналист с Абхазии Астанда Ардинба. Очень-очень животрепещущая такая беседа получилась, особенно когда ты рассказывал про День Победы, это невероятно круто. Друзья, также сразу напомню, что 30 сентября в Республике Абхазия празднуется День Победы. Если вам это интересно, вы можете посетить это. В принципе, не так далеко ехать, всего 14 часов на автомобиле. Мы, к сожалению... Отпрашиваетесь с работы. Да. На пару дней, как раз море еще теплое, как сказали. Ой, да, море сейчас еще теплое. Можно будет заодно и косточки погреть, и побережье застать, и море застать теплым. Ну и осталось добавить то, что мы всеми силами постараемся здесь, в Черкесске, мы еще просто обсудим, где это будет проходить. Обязательно мы соберемся как-то в едином кругу, если онлайн-трансляция какая-то будет. Но это просто вот мысли уже, это вот сейчас у нас идея это родилась. Если как-то онлайн-трансляция будет, можно будет онлайн-трансляцию посмотреть всего этого волшебства, которое будет происходить. Но если вам это интересно, присоединяйтесь к нам, мы будем вам рады принять вас в нашу компанию, приятно проведем время и будем радоваться, гордиться и вместе с нашими братьями и сестрами Республики Абхазия отмечать этот праздник. Ну, как Астанда нам сказала, праздник начался уже сегодня. Всю неделю Абхазия у нас празднует. Я представляю, что там происходит какая-то атмосфера, но, к сожалению, не получается у нас в эту работу там оказаться. Друзья, большое спасибо. Встретимся с вами в следующий четверг в 16:00 в прямом эфире. Он проходит сразу в видео YouTube и на нашей странице в Инстаграме, __ Алашара. Присоединяйтесь, приглашайте друзей, близких, и мы будем рады с вами побеседовать. Большое спасибо. Астанда, тебе тоже большое спасибо, что ты нашла для нас время. И вам спасибо. Пока. Бзила, до новых встреч.